На прямой эфир программы «Главное» обратилась жительница сельского поселения Нижние Очелки. Она просила обратить внимание представителей Роспотребнадзора на проблему реализации в школьных столовых продукции, не соответствующей нормам санитарных правил. Соберешь Нижние Очелки в школе ох. Ты столовый, сухарики, вредно хамажи, юхкаш. Сухарики. Жиаш в классе, да, что хочешь, ярик хача ухошел, берешь. Юхки гёт, юхки шот, юхки гёт, школушка. Проверка не заставила себя долго ждать. И вот в школе номер 14 в этом же селе от посторонних глаз прилавков спешат убрать леденцы. В данном общеобразовательном учреждении выявлено нарушение. Реализуется продукция, запрещенная санитарными правилами. Это карамель, леденцовая вот такая карамель и леденцы. Согласно санитарных правил, реализация этих продуктов запрещена в общеобразовательных учреждениях. И такая картина, сетуют специалисты Роспотребнадзора, к сожалению, не является редкостью. В этой столовой дети, кроме булочек и горячего чая, не смогут больше ничего поесть. Как выясняется на месте, горячее питание здесь и вовсе отсутствует. Поэтому приходится продавать шоколадки, карамель и соки. И на этом заработать немного денег. Это у меня всего вот эти 2 коробки карамельки. Я не знала, что это карамельки. Нет, я не знала, что их нельзя продавать. Если нельзя, если это нарушение, я уберу. В школе номер 12 в Назране нареканий не нашлось. Здесь следят не только за здоровьем детей, ограждая их от вредной пищи, но и за чистотой. По словам руководства школы, они тщательно контролируют не только школьное меню, но и продукцию на прилавках. Я понимаю, что именно чипсы, газированные напитки, они плохо влияют на здоровье наших детей. Соответственно, мы принимаем все меры для того, чтобы таких напитков, чипсов и всех тех продуктов, которые будут влиять плохо на здоровье детей, мы держим под запретом и не разрешаем продавать у себя в столовой. Как отмечают специалисты Роспотребнадзора, питание детей должно быть на совместном контроле у родителей и преподавателей. Детские желудки подвержены высокому риску различных заболеваний, и вопрос этот требует повышенного внимания к себе. Есть определенный перечень пищевых продуктов, которые категорически запрещается реализовывать на базе общеобразовательных учреждений. Сегодня мы проверили несколько объектов и выявили реализацию запрещенных продуктов, такие как кириешки, жевательные резинки, карамельки, ну и также сосиска в тесте. По этим объектам будут составлены административные материалы, будут приглашены директора и заведующие пищеблоков для разъяснительной работы и для составления административных материалов. В дальнейшем будут выданы предписания об устранении выявленных нарушений. По словам представителей Роспотребнадзора, такие проверки будут продолжены во всех школах республики, а нарушители обещают, как говорится, взять на карандаш и держать эти общеобразовательные учреждения на постоянном контроле. Светлана Томова, Майрбек Миржоев. Новости 24.